Как уйгуры брали Смоленск. Русские летописи. Монгольская тьма шла с севера на юг гигантской сетью. Каждый наён, каждый сотник стремился урвать свое напоследок. Каждый десяток соревновался с другим за рабов и добычу. Смоленск. Попытать счастье решил Куркус, уйгурский наён, тысячник Батыя. И, взяв 2000 уйгуров, пошел на запад, в неразграбленные смоленские земли. Смоленск был крепким городом арусутов. Много славы за сотни лет. Уйгуры. Наён ведет 2000 уйгуров к Смоленску, не разбрасываясь на мелочи. Зачем ему нищие порубежные деревни, если впереди богатые погосты столицы? Его нукеры, весело хохоча, рубят по пути шныряющих арусутов и оставляют позади растерзанных женщин. Двигаясь по Днепру, отряд наткнулся на городок Дорогобуж и разграбил его. С любовью смотрел Куркус, как ловко сын отсекает головы арусутов. Эрлан был настоящий богатур. Вернется в Орду славным нукером. Куркус велит разбить стан прямо здесь. Утром второго дня татары рассыпались сотнями на грабеж окрестных деревень. Забрав все, наён сожгет Смоленск. По приказу Куркуза уйгуры ушли вперед разведкой. В кустах впереди сверкнули белые рубахи арусутов. Не отпускать. Татарская сотня разошлась лавой. Порубив крестьян, уйгуры вынырнули из леса и неожиданно оказались перед открытыми воротами Смоленска. Сотник махнул бунчуком, и уйгуры помчались к городу, строясь в колонну. Беспрерывно трубя и призывая 1000 позади, сотня сметала по пути слабую смоленскую стражу. Из ворот появился русский воин. Из узкой прорези рыцарского шлема на уйгуров смотрели холодные синие глаза, выбирая цель. Разогнавшаяся монгольская сотня была стиснута теснотой узкого прохода над вратной башней и моста через ров. Вжахнули уйгурские луки, и десятки стрел отлетели от брони горохом. Воспользовавшись схваткой, смоляне закрыли ворота. Ворота закрыты, на стене первые лучники. Сотня уйгура Азата билась в мертвой зоне у ворот, но пора уходить. И Азат протрубил отход. Закинув на спину щиты, удалось уйти половине уйгуров. Но Азат этого не увидит. Его отсеченная рука вместе с рогом улетит на землю от удара тяжелого меча русского богатыря. Тяжело дыша, Меркурий-богатырь опустил залитый кровью меч и снял топхельм, мокрый от пота. Глядя на Успенский собор, перекрестился. Скрипнули засовы. Под стоны разрубленных степняков, всадник скрылся в темном проеме ворот. В память о схватке у Малаховских ворот Смоленска благодарные смоляне поставят памятник. Он простоит до конца XVI века, исчезнув в песке времен.